Захват, бросок и, похоже, сил уже не хватает ни на что. Но это только кажется. В непривычном для себя темпе пожарные эту тренировку отработали на 100%. С ответным визитом уже на свою территорию бойцов ММА ждут на следующей неделе. Время на подготовку еще есть. Наши ребята готовы ко всему, потому что они тренируются по 2 раза в день. И у них разнообразные тренировки, как и кардио, как и на силу и на выносливость. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, пройти они точно пройдут, а вот с каким результатом, посмотрим, увидим, тем интереснее будет. Для нас это будет привычный кроссфит, говорит боец клуба «Север» Роман Ярыкин. Кстати, есть у сыктывкарца печальный опыт игры с огнем. Теперь он точно знает, спички детям не игрушка. Летом в деревне подожгли с другом траву старую, думали, что сейчас все сгорит, а дунул ветер, раздул и загорелся весь лес. И там, можно сказать, все деревни сами и тушили. Успели потушить, все обошлось, то есть ни один дом не пострадал, там пару деревьев. Тушить, спасать, бегать. Еще и в полном обмундировании весом свыше 40 килограммов. Программу соревнований от бойцов не скрывают. Ждет их 16 этапов силового комплекса пожарного. Все максимально приближено к реальным условиям. А потому перед стартом всех ждет медицинский осмотр. Начинается это с переноски огромного колеса. Там будет включено работа с рукавными линиями, переноска вот этих рукавов в скатках, разбор завала, прохождение препятствия в противогазе, имитация эвакуации пострадавшего. Это будет, как у нас называется, яшка, манекен. В этом году соревнования «Не всякий пожарный» станут юбилейными, 5-ми, а 2018 – юбилейным 10-м для Республиканской противопожарной службы. Так что соревнования посвятят двойному празднику. Отметим, что за время своей работы республиканские огнеборцы выезжали на пожары и ликвидацию ДТП больше 200 тысяч раз. А это сотни спасенных жизней и сохраненное имущество на миллионы рублей. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.